Главные события уходящего понедельника, 24 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Юрий Трутнев обсудил с главами ДФО подготовку к 80-летию Победы. В рамках празднования в округе запланировано порядка 450 мероприятий. Строители Ленского моста начали буровые работы на правом берегу Лены. В строительстве задействовано 150 человек и 55 единиц техники. Как показывает практика, вместо того, чтобы стать для своих детей группой поддержки, накануне выпускных экзаменов родители невольно нагнетают обстановку и создают еще больший стресс. Избежать этого призвана акция, которая прошла накануне в одной из нюрнбергских школ. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Национальный центр фтизиатрии провел флешмоб, привлекая внимание общественности к проблеме этого инфекционного заболевания. Танцевальный ансамбль «Ситим» готовится отметить 25-летний юбилей. В честь значимой даты коллектив готовит праздничный концерт. Вопросы подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов обсуждались на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего с участием глав регионов под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Цитата: «В рамках празднования 80-летия Победы в округе у нас запланировано порядка 450 различных мероприятий, в том числе 5 пройдут за рубежом. Во всех регионах намечено проведение парадов Победы. Важно также обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий. Я прошу всех губернаторов, представителей силовых структур к этому вопросу отнестись крайне серьезно», — сказал Трутнев. Строители Ленского моста начали буровые работы на правом берегу Лены в районе села Хаптагай. В строительстве задействовано 150 человек и 55 единиц техники. В настоящее время ведется бурение скважины буронабивной сваи на 29-й опоре. Работы проводятся под строительным контролем компании «Росдорнии» при участии автора проекта Института «Гипростроймост» Санкт-Петербург. Всего по проекту для правобережной эстакады будет установлено 17 опор на 341 свае, максимальная длина которых составит до 39,5 метров, а диаметр – 1,5 метра. Для этого в производственных условиях на технологической площадке заготовлено более 70 армокаркасов. Сегодня весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. В Якутии стартовал традиционный месячник, главной целью которого является повышение осведомленности граждан об инфекции. В Алданском районе эпидситуация характеризуется положительной динамикой. По мнению фтизиатров, во многом это результаты профилактической работы. О чем необходимо знать и помнить каждому, узнали наши коллеги. Длительный кашель, боли в груди, потеря веса, субфебрильная температура и потоотделение в ночное время. Такие симптомы, подчеркивают врачи-фтизиатры, нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут свидетельствовать о туберкулезе. Обнаруженное на ранних стадиях заболевание стопроцентно излечимо, однако выявить его можно только при помощи специальной диагностики. С 15 лет флюорографическое обследование нужно проходить ежегодно. Активных больных, состоящих на диспансерном учете, в Алданском противотуберкулезном диспансере в настоящее время 10 пациентов. Профосмотрами на туберкулез за период 2024 года было охвачено 24 054 пациентов. Туберкулез коварен тем, что длительное время может протекать бессимптомно, либо давать слабо выраженную клиническую картину. Специалисты Алданского противотуберкулезного диспансера ставят акцент на раннее выявление заболевания и профилактику его распространения. В целом эпидемиологическая ситуация в районе характеризуется положительной динамикой. В 2024 году заболеваемость туберкулезом составила 12,8 на 100 тысяч населения, что несколько ниже среднереспубликанского показателя. Случаев заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков за 2024 год в районе не зарегистрированы. Смертности от туберкулеза за 2024 год нет. За первый квартал
зарегистрирован один случай выявления туберкулеза легких у взрослого пациента. Сегодня весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом, и в Алданском районе стартовал традиционный месячник. К числу его основных задач относится информирование граждан о способах распространения инфекции и о мерах профилактики, а также формирование гуманного отношения к тем, кого поразило грозное заболевание. На ближайшие недели фтизиатрами разработан обширный план мероприятий. Квизы будем проводить в медицинском колледже, потом в Алданской поликлинике. Потом запланированы встречи с ветеранами. Будет медсовет проводиться, также круглый стол. В рамках месячника пройдут различные акции по пропаганде здорового образа жизни. Отказ от пагубных привычек, правильное питание и физическая активность способствуют укреплению иммунитета. При встрече организма с микобактерией защитные силы помогут снизить риск заражения либо инфицирования. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В якутском тубдиспансере, в свою очередь, креативно подошли ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, организовав яркий флешмоб. Как современные технологии и телемедицина помогают врачам побеждать коварную болезнь и почему так важны профилактика и ранняя диагностика, расскажет моя коллега Дарья Короленкова. Вот такую яркую ромашковую композицию и большим желтым шаром с лозунгом «Нет туберкулезу» проводят ежегодно в республиканском тубдиспансере, привлекая внимание общественности к проблеме этого тяжелого инфекционного заболевания. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом фтизиатры диспансера проводят санитарно-профилактические мероприятия и информационные кампании, направленные на повышение осведомленности населения республики о профилактике, диагностике и лечении туберкулеза. Мы ежегодно отмечаем то, что у нас идет снижение заболеваемости, смертности, и распространенности. Мы один раз в год проходить флюорографию. Помимо этого есть диспансеризация определенного группы взрослого населения, периодические медосмотры. Не только система здравоохранения работает на это, но надо вести еще и здоровый образ жизни. Это правильное питание, то есть поддерживать иммунный статус. В республике активно ведется просветительская работа, направленная на борьбу с туберкулезом. Врачи рассказывают жителям о том, насколько опасен этот недуг, который может поражать различные органы, и подчеркивают важность ранней диагностики и современных методов лечения. Надежда Евдокимова, заведующая отделением туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, отмечает, что в 90% случаев туберкулез поражает легкие и бронхи. Химиотерапия у нас длительная, от 6 месяцев лечения стационарного. Конечно, мы стараемся работать с пациентами, повышать приверженность. И эффективность, в принципе, у нас достаточно высокая, больше 90%. Самое главное – это вовремя его выявить. Для этого у нас существует скрининговое флюорографическое исследование, которое должны проходить ежегодно каждый человек, живущий в нашем регионе. И также, конечно, бывают и запущенные случаи. Чаще всего это бывает у людей с низким иммунитетом. Например, это также бывают пациенты с сахарным диабетом, с вирусным иммунодефицитом человека. Также пациенты, которые постоянно принимают гормональные препараты. И, конечно же, люди с низкой социальной адаптацией. Кроме того, в диспансере функционируют 17 структурных подразделений и работают 65 врачей-фтизиатров, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей региона. С 2020 года здесь активно внедряются передовые технологии, включая телемедицину, что позволяет проводить более 300 консультаций в год. Консультации с районными врачами, и это показало свою эффективность, потому что районный врач-фтизиатр непосредственно обсуждает свои проблемы с врачом-куратором республиканского диспансера. Здесь обсуждаются особенности лечения, диагностики, как вести больного, как быть, когда возникают побочные реакции химиотерапии и так далее. Новинкой стало внедрение программного комплекса с искусственным интеллектом для анализа флюорографических снимков. Сейчас она проходит апробацию в 8 медицинских организациях республики. Если раньше результат флюорографии приходилось ждать сутки, то теперь его можно получить всего за 15 минут. Это значительно ускоряет диагностику и позволяет своевременно начать лечение. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск.
Волонтерам цеха «Тепло рук» не хватает финансирования на пошив одежды для бойцов СВО из Якутии. Как отмечают добровольцы, ткань осталась только на неделю работы. А ведь, между прочим, сегодня цех полностью покрывает потребность в обмундировании военнослужащих со всех районов республики. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Больше 100 километров. Столько рулонов ткани за 2,5 года использовали волонтеры цеха «Тепло рук». Начинали всего с 4 обычных швейных машинок и нескольких добровольцев. Ну, конечно, вы что? Небо и земля. Первые вообще были неказистые, ну, неумело сшитые, так скажем. Так Людмила Дмитриевна отзывается о своих первых толстовках. В цех она, как и многие, пришла без какого-либо опыта работы. Просто сильно хотелось помочь ребятам на фронте. Со временем женщина набила руку и сегодня спокойно отшивает одно изделие в день. К счастью, было у кого поучиться. Я сама швея, как сказать, профессиональная. Я пришла, были еще бытовые машинки. И вместо того, чтобы шить, я занималась ремонтом машинок. Потому что многие не умели шить, то неправильно заправят нитку, то еще приходилось показывать, рассказывать. Главной особенностью якутской униформы считаются уникальные шевроны. Нашивки с оберегами, рунами и другими элементами национальной культуры, призванные уберечь ребят в бою. Первый шеврон изготавливался волонтерами дома на советской машинке. Отшивался он на протяжении нескольких дней. Для сравнения, вот эта супермашина только за один день может отшить целых 50 нашивок. И вот так, стежок за стежком, эти самоотверженные женщины добились по-настоящему внушительных объемов производства. Все полученные от пожертвований деньги идут исключительно на закуп тканей, фурнитуры и оборудования. Весь дизайн и лекала своих изделий волонтеры придумывают сами. А это новая адаптированная коллекция одежды. Здесь все продумано для удобного времяпровождения человека на природе. Как говорится, брюки легким движением руки превращаются в шорты и даже в бриджи. Эти комплекты будут представлены для международного конкурса «На крыльях», главная задача которого – продвижение инклюзивной моды. Разумеется, здесь наши швеи ориентировались на ветеранов боевых действий. И у нас символ будет птица улар, гулхарь. Это символ жизни, свободы и дыхания жизни. Одежда будет посвящена нашим охотникам. Каждый житель, каждый мужчина именно народа Саха, он охотник. В продаже такие комплекты не увидеть, отшиваться они будут, как и всегда, бесплатно для участников СВО. Но все, конечно, зависит от того, найдут ли волонтеры финансирование на свой проект. Ведь большинство из них обычные пенсионеры. Такие расходы покрыть из своего кармана не смогут. Саргалана Неустроева, Аэлита Махно, Якутск. Для педагогов Якутии прошли курсы повышения квалификации по ракетомоделированию. Для этого в республику прибыл чемпион СССР, мастер спорта Советского Союза по ракетомодельному спорту, чемпион Европы и мира Владимир Меньшиков. Участники обсудили особенности изготовления моделей ракет и планеров на примере моделей чемпионатных классов, а также требования к их созданию. Курсы, отмечу, проходят в рамках 4-х открытых межрегиональных юношеских чтений имени Сергея Королева. Они призваны увеличить опыт якутских специалистов в деле ракетомоделирования для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Раньше мы встречались на соревнованиях всероссийского уровня с вашей командой. Вот. Мы уже и тогда, когда познакомились, друг другу помогали. Почему? Потому что было явно, конечно, отличие школ. Школа, допустим, Якутии, школа наша западно-сибирская школа, они отличались. Ну, из-за того, что был, конечно, разный опыт. Вот. Но сейчас уже переехали специально для того, чтобы именно этот опыт передать. Это даст большой толчок популяризации и вовлечению больше молодежи. Тем временем нерюнгринские родители снова сели за парты. Как показывает практика, вместо того, чтобы стать для своих детей группой поддержки, накануне выпускных экзаменов родители невольно нагнетают обстановку и создают еще больший стресс. Избежать этого призвана акция, которая прошла накануне в одной из нерюнгринских школ. Подробности далее.
Заканчивается март, это значит, что буквально через пару месяцев старшеклассники начнут сдавать свои выпускные экзамены. Ну а сегодня в средней школе номер 1 города Нерюнгри сдавать ЕГЭ по математике за парты сели их родители. Что ж, не будем им мешать, и ни пуха, ни пера. Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем вам удачи. Единый государственный экзамен для родителей проводится в школе номер 1 города Нерюнгри уже 6-й год. И каждый раз вызывает большой интерес у родителей и выпускников. Перед экзаменом его участники проходят точно такую же процедуру, как и будущие выпускники. Регистрацию и досмотр на рамке металлодетектора, сдают мобильные телефоны и предъявляют паспорт. Задача родителей – заполнить бланки, посмотреть задания. И если будет возможность, желание, то, конечно же, задания порешать. Задания, которые выполняют родители, не остаются проверенными. Эти задания мы проверяем, и родители, очень многие интересуются своим результатом и радуются, когда результат у них хороший. Поэтому пожелаем всем родителям ни пуха, ни пера, так же, как мы желаем это детям. Единый государственный экзамен – процедура волнительная. Причем родители волнуются гораздо больше, чем сами школьники. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. У меня второй ребенок заканчивает школу, и было интересно побыть в их шкуре, почувствовать, что такое это ЕГЭ, всю процедуру пройти самой, чтобы разделить с ребенком его волнение, понимать. Как вы думаете, как вы справитесь с сегодняшним заданием? Смотря какая дисциплина будет. Ну, надеюсь, что-то помню со школьной программы. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми ребята придут на экзамены, но и правильный психологический настрой и уверенность в своих силах. И здесь роль семьи и родителей невозможно переоценить. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Первый фестиваль агрошкол стартовал в Якутске. Участие в мероприятии, организованном АГАТУ, приняли 37 агропрофилированных школ республики. Это более 300 учителей и их учеников. Все подробности о ходе первого дня фестиваля расскажет в следующем сюжете Тимур Колмогоров. Программа фестиваля включает в себя различные творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы и интеллектуальные игры. Для школ провели ярмарку-выставку, на которой они представили свои достижения в аграрной промышленности, выставив на обозрение продукцию и изделия, созданные школьниками. Это у нас собамина и приправа универсальная, и борщ, и у нас еще кучучай. Нет, селигиута. У нас в школе есть, мы занимаемся в основном именно овощными культурами, да? Мы добываем картофель, у нас есть своя теплица. И кроме этого у нас еще есть коневодство. На площадке были также представлены 4 факультета АГАТУ. Школьники могли свободно подойти и ознакомиться с работой специалистов той или иной сферы, а также задать вопросы, касающиеся поступления. Есть фабрика, качество молока, там еще плюс робототехника. Это в сфере агро мы увидели тут много всего. Я желаю пойти по IT, но если меня заинтересует агро, я могу пойти в IT, но в агроструктуре. Кроме того, учителя посетят курсы повышения квалификации от преподавателей АГАТУ, а школьники пройдут бесплатные консультации по ЕГЭ. Цель и задача – это привлечение учащихся агроспециальности, сельхозспециальности, да, а также непрерывное аграрное образование со школы до агровуза. Фестиваль продлится в течение 2 дней, к концу которого определят лучший логотип первого фестиваля агрошкол. Как отметили организаторы, данный фестиваль планируется сделать ежегодным праздником для агропрофилированных школ. Тимур Колмогоров, Владимир Павлов, Якутск.
Более 300 музыкантов из России, Сербии, Кыргызстана и Китая выступят на втором международном конкурсе «Созвездие Арктики-2025» в Якутске. С 24 по 28 марта конкурсанты поборются за звание лучших в вокале, хоровом пении и игре на инструментах, включая национальные. В жюри вошли именитые деятели искусств, такие как профессора Лариса и Сергей Мовчан из Московской консерватории. Специальным гостем станет гитарист Равшан Мамедкулиев. В рамках конкурса пройдут мастер-классы, концерты, в том числе и выступления оркестра русских народных инструментов «Агики». Это определенно важный этап всегда, потому что конкурс – это соревнование, и это очень, скажем так, заставляет человека мобилизоваться. Да? То есть это не обычный концерт всегда. То есть на концерте человек может себя спокойно, расслабленно чувствовать, а здесь это как Олимпиада. И это всегда рост определенный, потому что без конкурсов не бывает роста профессионального. Это большой вклад, потому что в инструментальном исполнительстве это по масштабам самый большой конкурс в республике на сегодняшний день. И это можно видеть по составу жюри, потому что это жюри международного уровня. Вот. И у нас в этом году даже заявки из Китая. Танцевальный ансамбль «Ситим» готовится отметить 25-летний юбилей. В честь значимой даты коллектив готовит праздничный концерт. Ансамбль, основанный в 2001 году, в основном ставит народные танцы. За 25 лет «Ситим» объездил почти все районы республики. В день юбилея он представит яркие номера в направлениях танцев севера и других народно-сценических, отражающих их богатую историю и любовь к искусству. На сцене выступят как нынешние артисты, так и выпускники ансамбля. В эти дни финальной репетиции концерт, напомню, состоится 4 апреля в 6 вечера в концертном зале «Сергелявские огни». Ну, ближайшие планы – это вот как раз 4 апреля вынести на суд наших любимых и преданных зрителей свой юбилейный театрализованный концерт и радовать творчеством участников всех 5 поколений. Далее узнаем о самых заметных событиях в Ленске из дайджеста Светланы Балеевой. В течение 3 дней в Ленске в спортивном зале «Олимп» проходит 27-й республиканский турнир по волейболу среди мужских команд памяти Владимира Ягнышева. Участие в нем принимают 5 команд. На данный момент идет борьба за первое место сильнейших команд города Ленска и Мирного. Пока впереди команда Мирнинского района. Игра была очень напряженной. Команда мирнинских волейболистов с самого начала турнира уверенно обыгрывала соперников. Ленские ребята тоже были на высоте. Но в финале все-таки им не хватило собранности. Старались быть спокойными, не торопились, чтобы не допустить ошибок. Но это не всегда удавалось. Заметили это и мирнинцы. По словам одного из игроков команды, на этом они и сработали. И одержали победу. Наша основная команда сегодня сыграла, видимо, на каком-то расслаблении, что ли. Не хватило нам немножко собранности и сыгранности, я бы так сказал. Видимо, все-таки давно наша команда вот в таком составе, именно в этом составе не играла. Значит, вот здесь мое мнение, что маленько не хватило сыгранности в компании, с организованности внутри самой нашей команды. Ну, а так турнир прошел, я считаю, на хорошем уровне. По окончанию спортивных баталий места распределились следующим образом. 3-е место заняла команда «Алга», 2-е место заслуженно получила команда «Ленска». 1-е место пьедестала досталось команде Мирного. Все были награждены грамотами, кубками и медалями. Поехали! Еще одно интересное мероприятие прошло в выходные в Ленске. Семейный конкурс отцов и сыновей. На горнолыжной базе собрались участники и болельщики. Айсен и Исай Индеевы приехали из поселка Бичинча. В прошлом году они стали победителями районного этапа и приняли участие в республиканском. Там заняли 15-е место. В этом году отец и сын решили снова попытать свои силы. Долго готовились, пилили дома на время бревна, кололи дрова, разжигали костер, залезали на столб, бегали на лыжах. Результат не заставил себя долго ждать. Опытом набрались, и вот мы готовы, всю зиму тренировались. Вот. И готовы сейчас ехать. Там есть лазание по столбу. У нас получалось в прошлом году вот сын за 35 секунд, а я за 45 там. А нынче получается уже за 28 секунд уже мы наверху как бы. С
Справились и снова победили. Немного уступили Индеевым Филипп и Данил Мироновы. Они участие принимают в соревнованиях первый раз. Трудились слаженно и размеренно. Аккуратно сложили нарубленные дрова, креативно разожгли костер. Времени, конечно, им потребовалось чуть больше. Но Мироновы не огорчаются. Для первого раза, рассказывает отец, неплохой результат. Да и главное, не победа, а участие. 35 лет предприятие «Баргузин» занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов. Объем производимой продукции в год составляет 20 тысяч кубометров деловой древесины. Среди партнеров крупные компании, как «Алроса», недропользователи, Новоленская ТЭС, а также многие районы Якутии. Помимо своей собственной заготовки еще сторонний лес приобретаем, потому как мы не можем оставить наших очень серьезных, очень крупных деловых партнеров, не обеспечить эти заявки. У нас работают 2 смены в лесопильном цехе. Ну и наше транспортное подразделение – это лесовозы, это сервисная техника, которая обеспечивает бесперебойную работу как раз лесозаготовительного звена. Главная ценность «Баргузина» – коллектив. Ведь именно благодаря его труду, ответственному подходу к своей работе, профессионализму и мастерству предприятие строит амбициозные планы и реализовывает их. Такими были события уходящих дней. На этой неделе мы расскажем о некоторых подробно. Также узнаем о работе управляющих компаний в весенний период, побываем на конкурсе юных инспекторов дорожного движения и поинтересуемся, как район готовится к паводку. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.